Я очень надеюсь, что тот путь, который мы прошли от людей, которые занимались только своим хозяйством и были больше обращены внутрь себя на выживание себя, своего рода, своей семьи, мы больше превратимся в тех, кто говорит за всех, да, за всех, кто живет здесь, вне зависимости от расы, пола, происхождения, от языка, от национальности. И я надеюсь, что те 100 лет, которые ждут нас впереди, от этой точки, когда сидим мы сейчас здесь, до наших будущих поколений, до того времени, когда по ту сторону монитора окажутся другие люди, наш вклад в историю не только Якутии, но и России, он тоже окажется большим. Да? Ну, я в этом уверена, потому что все-таки хочется верить во что-то хорошее, и я убеждена, что якутская наука, сибирская наука, она только в начале своего пути, она дальше будет развиваться, и ее открытия действительно окажутся очень серьезными и важными. Мне кажется, что здесь больше наши открытия, возможно, повлияют на то, как другой мир будет смотреть на жизнь на севере. Независимо от того, мы живем здесь в Якутске, относительно это все-таки юг, да, относительно арктических территорий, но тем не менее это северная территория. И здесь свои условия жизни, которые диктуют нам определенное поведение. И я надеюсь, что наши изыскания, наши мысли, они приведут к тому, что на нас посмотрят по-другому и поймут, что у нас есть свои собственные проблемы, которые нужно решать, и каждого человека есть, может быть, высказанная или невысказанная мысль, которая является важной в понимании вообще жизни и в жизни на севере прежде всего. Сегодня, наверное, мы переживаем тут очень интересный исторический момент, когда история, культура народов Якутии становится очень актуальной. Каждый стремится узнать, кто он, откуда он, почему он здесь оказался, почему он говорит на этом языке и почему его волнуют те или иные проблемы. И здесь изучение прошлого очень важно, и на самом деле из того, что уже изучено, нет никакой тайны. Например, за последние несколько лет для якутского общества стало откровением то, что в 17-18 веках существовала культура, которая имела другой облик. Ну, наверное, через 100 лет можно будет ответить, почему так получилось, что для нас это стало открытием, да, откровением. Хотя первые из таких исследований погребений якутов 17-18 века были проведены 100 лет назад. То есть в течение 100 лет эта информация не была какой-то тайной, но тем не менее люди об этом не знали. Оценку историческим процессам, которые привели к тому, что мы забыли о своем прошлом, мы сегодня дать, наверное, не можем, потому что мы живем внутри этого процесса, наши судьбы вплетены в нее, и поэтому дать адекватную оценку своим действиям, своим словам мы сейчас не можем. Но через 100 лет как раз то будущее, которое мы посылаем, наши сегодняшние мысли, наверняка все это будет известно. И каждый сидящий по ту сторону монитора будет знать, какой вклад, какой след оставил каждый из нас вообще в истории своего народа, своего города, села, неважно, да, чего. Потому что суд истории, он неминуем. Рано или поздно все становится явным, истина, она всегда будет открыта. Для этого нужно только время. Мы сейчас переживаем удивительный момент, который, мне кажется, редко когда вообще осознается, это создание исторического источника. Потому что даже не через 100, даже через 50 лет, да, через 100 уж точно, то, что сегодня мы говорим, то, о чем мы пишем,
неважно в своих блогах, соцсетях, своих научных трудах, это все окажется историческим источником. В меру субъективным, в меру объективным, очень личным, потому что мы делимся своим мнением, да, но это будет исторический источник, и на самом деле это очень такая большая ответственность, зная то, что тебя прочитают, зная, что тебя услышат, сказать что-то важное и нужное. Что можно пожелать человеку, который будет жить через 100 лет после тебя? Это очень странно, потому что вроде бы и ничего существенно не изменится, ценности человеческие, я думаю, останутся те же, а вот окружающее, оно может измениться кардинально. Даже вот 20 лет назад мы не могли себе представить, что будут сотовые телефоны, в которых внутри есть все, вся жизнь. Вот 20 лет всего прошло. А в течение 100 лет, ну я даже не... Главное, я хочу, чтобы не было упадка, чтобы не стало хуже, и чтобы не было точно так же. Всегда должен быть прогресс, всегда нужно стремиться к лучшему, чтобы самому становиться лучше, чтобы мир вокруг был лучше. И самое главное пожелание, ну не только будущим, но и моим современникам, да, чтобы всегда было самообразование. Потому что самообразование, оно всецело зависит от нас, в отличие от чего-то другого, да, от качества образования школьного, вузовского или еще чего-нибудь. Да, самообразование зависит только от нас. И этот процесс должен длиться на протяжении всей нашей жизни. И благодаря только самообразованию мы сможем посмотреть на этот мир относительно все-таки объективно. Да. Здесь нужно обращать внимание на разные источники, на научные, на искусствоведческие, разные совершенно направления, конечно же, на источники личного происхождения. Надо много говорить с людьми, особенно со старшим поколением, да, чтобы узнать, как они прожили жизнь, на какие ошибки они обращают внимание. И, мне кажется, нужно еще и принимать и понимать свои ошибки, ну, как и чужие. Ну, это, наверное, самое главное мое пожелание.